Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Бүгүнкү силер менен болчу маек бул жарандык боюнча биздин колл-центрге көп мекендештер кайрылып атат. Россия Федерациясынын жарандыгын, ВНЖны, РВПны кантип алсак болот, мыйзамдарга өзгөрүү кириптир деп сөздү баштаардын астында ошо биздин YouTube каналды колдоп, досторуңуз, туугандарыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар. Себеп деген эң керектүү расмий маалыматтарды жалпак сөз менен ушул биздин расмий каналдан ала аласыздар. Урматтуу мекендештер, ошол жарандык боюнча 2023 жылдын 28 октябрында 138 федералдык мыйзамга өзгөртүү кирди. Бул өзгөртүү болсо жеңилдик жагына дагы болсо жана оорлоштогон жагына дагы өзгөртүү кирилип атат. Бул тууралуу Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин миграция башкы башкармалыгынын жетекчиси генерал майор Казакова Валентина Львовна кеңири маек кылып төкпөй чачпай баардыгын кандай өзгөртүүлөр кирди айтып берди. Ошо сюжетти азыр мен силерге алдыңарга коюп берейин. Эгерде кимге түшүнүксүз болсо, кандай суроолор болсо, ушул видеонун астында YouTube обязательно сөзсүз түрдө YouTube каналына кирип туруп, ошо видеону ссылкасы менен суроолоруңузду берсеңиздер, кийинкиде кеңирээк чайнап туруп, майдалап туруп, дагы бир сыйра түшүндүрмө беребиз. Видеону коердун астында, урматтуу мекендештер, биз ушул ишкер мекендештерди колдоо аракетинде, алар менен иштешүү аракетинде бир нече жумуштарды алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө ошо биздин назарыбыз медцентр Ваш доктор А деген кыргыздардын Россия Федерациясындагы жалгыз эле эң мыкты доктор Алибеков, Кубанычбек Алибеков деген инсаныбыз бар. Ал пластический хирург, абдан мыкты хирургдардын бири. Ошонун медцентри кыргыз диаспора кеңеши менен иштешип, бир сыйра мекендештерге жеңилдетүү кылып берип атат. Мен бир сыйра айта кетейин. Тиш дарылоо боюнча, УЗИ боюнча, кан алмаштыруу боюнча жана негизи эле бүт консультацияларды 50% жеңилдиктер менен декабрь ичи акция кылабыз дейт. Тактап айтканда 20 декабрга чейин. Ошон үчүн метро Партизанскийде, Третья Парковая, дом 12ге барып туруп, азыр мен номерлерин да, адрестерин жазып коеюн. Ошол жерден кыргыз диаспорасы деп айтсаңыздар, силерге 50% бүт дарылоого жеңилдиктерди берет. Бирибизди колдойлу мекендештер. Сак саламат болуңуздар, бирибизге себепчи болуп жүрө берели. Анда эмесе тасманы көрүңүздөр, суроолор болсо комментарий кылып астына жазып койсоңуздар, кийинки чыгарылышта толук маалыматты чайнап беребиз. Көрүшкөнчө. Первое, с чего хотелось бы начать, это решен тот вопрос, который многие годы дискутировался, и он касается вопроса приобретения гражданства детьми, гражданства Российской Федерации, которые рождены в смешанных браках и которые проживают за рубежом. В нормах закона 62-го, федерального закона о гражданстве, необходимо было истребовать согласие второго родителя, который является иностранным гражданином. Это порождало такую правовую неопределенность, трагедии, когда один из супругов хотел, чтобы ребенок был гражданином Российской Федерации, второй не давал согласия. Вот в новом законе эта проблема решена. Теперь согласие второго гражданина, являющегося иностранным гражданином, не нужно. То есть по заявлению гражданина Российской Федерации ребенок приобретет гражданство Российской Федерации. Второе важное значение имеет возможность приобретения гражданства участниками государственной программы по оказанию содействия переселения соотечественников из-за рубежа. Теперь они смогут приобрести гражданство без получения разрешения на временное проживание и вида на жительство. Важной новеллой закона является расширение полномочий президента Российской Федерации. Теперь соискателями могут быть не только лица по гуманитарным основаниям, но и по иным основаниям, которые определит президент. И еще одно важное дополнение к новому закону – это требование знания не только русского языка, но истории и законодательства. Согласитесь, что гражданин, получающий гражданство Российской Федерации, должен понимать, какое законодательство он должен соблюдать, и знать историю нашего государства. Очень важно, что в данном законе введено положение о паспорте гражданина Российской Федерации и признание его недействительным. Это тоже, в общем-то, велась большая дискуссия о том, каким образом мы определяем недействительность паспорта, как мы изымаем этот паспорт. Вот теперь все эти процедуры прописаны в Федеральном законе о гражданстве. И мы надеемся, что вот теперь этот вопрос разрешен.
Во-первых, надо отметить, что ранее в действующем законе срок рассмотрения заявления был 6 месяцев. Потом мы ввели изменения, сократили его до 3 месяцев, но за исключением одной нормы. По общему порядку приобретения гражданства, то есть когда иностранному гражданину необходимо прожить 5 лет на территории Российской Федерации, этот срок составлял 1 год и рассматривался правами президента Российской Федерации. В новом законе упрощена эта процедура, и общий порядок отдан на откуп территориальным органам Министерства внутренних дел. Теперь мы будем рассматривать заявление данной категории иностранных граждан, и срок рассмотрения также будет 3 месяца. Поэтому надо сказать, что опять-таки мы пошли на сокращение сроков. Общий срок теперь 3 месяца. Для разъяснения этого вопроса хотелось бы обратиться сначала к 62-му федеральному закону о гражданстве Российской Федерации и рассказать предысторию, напомнить. Во-первых, обязанность о подаче заявления о наличии второго гражданства существует с 2014 года, и 2 категории были определены. Первое – это те, кто приобрел гражданство до вступления этой нормы, и у них была обязанность в течение 60 дней подать эти уведомления. И вторая категория касается лиц, которые приобретает гражданство иного государства, будучи гражданином Российской Федерации. Обязанность для такого гражданина составляет 60 дней с момента приобретения гражданства и въезда на территорию Российской Федерации. В новом законе эта обязанность сохранена, но расширены отдельные возможности для подачи. Значит, остается тот же срок – 60 дней с момента получения иного гражданства. Для гражданина Российской Федерации обязанность подать уведомление в территориальный орган Министерства внутренних дел существует после въезда на территорию Российской Федерации. Если он проживает за рубежом, это право для гражданина. Если он проживает на территории Российской Федерации, это обязанность. Я хочу напомнить, что за несвоевременное уведомление о наличии иного гражданства наступает административная ответственность. Конечно, штраф небольшой, от 500 до 1000 рублей, но тем не менее он присутствует. А вот если гражданин Российской Федерации вообще не подал уведомление о наличии гражданства, и мы это выявили, то здесь уже речь идет об уголовной ответственности, и, соответственно, можно будет уплатить штраф до 200 тысяч рублей, либо иной доход в течение года, который получил гражданин Российской Федерации, либо до 400 обязательных часов работы. Поэтому это очень важное напоминание, обязанность это сохраняется. Мы расширили возможности подачи уведомлений. Теперь это можно сделать через единый портал госуслуг. Также это можно сделать за рубежом в нашем консульском представительстве Министерства иностранных дел. Но маленькое уточнение: через почту теперь уведомление не отправляется. Либо в территориальные органы Министерства внутренних дел также можно направить уведомление. Безусловно, это очень важный вопрос, и он связан прежде всего с безопасностью государства. Нам очень важно, кто становится гражданином Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации, который приобрел гражданство, обязан соблюдать законодательство Российской Федерации. И я напомню, что он приносит присягу при приобретении гражданства. И именно с этого момента он становится гражданином Российской Федерации. Если говорить о расширении перечня оснований прекращения гражданства, во-первых, изменилась конструкция. Если в 62-м федеральном законе о гражданстве Российской Федерации речь шла об отмене решения о приобретении гражданства, то есть мы как бы прекращали гражданство Российской Федерации лица с момента приобретения его гражданства, то в новом законе речь идет о прекращении гражданства Российской Федерации с даты вынесения этого решения о прекращении. Это, может быть, сложно звучит, но на самом деле это специальная конструкция была заложена в новом законе для того, чтобы сохранить права гражданина вот в период нахождения его в гражданстве Российской Федерации. Теперь все-таки о расширении перечня прекращения гражданства. Но, к сожалению, мы фиксировали факты совершения преступлений террористического характера и против общественной безопасности теми лицами, которые приобрели гражданство Российской Федерации. И согласитесь, наверное, если лицо становится на такой путь, совершает террористическое деяние,
экстремистскую деятельность, наверное, он не вправе быть гражданином Российской Федерации. Перечень составов преступлений расширен. И это 201 состав преступлений, в соответствии с которым или совершение которых влечет за собой прекращение гражданства. Кроме того, остается основанием для прекращения гражданства сообщение ложных сведений, поддельных документов при подаче заявления о приобретении гражданства. Но здесь установлен законодательным пресекательный срок – 10 лет. Вот если для совершения преступления такого пресекательного срока нет, то здесь законодатель мягко отнесся к таким деяниям. И если будет установлено по истечении 10 лет данные основания, то есть ложные сведения, то прекращаться гражданство не будет.